Завтра в Театре оперы и балета начинается фестиваль чувашской музыки. На открытии прозвучат произведения как известных чувашских композиторов, так и молодых авторов. Например, Антон Якшибаев специально к фестивалю написал музыкальную миниатюру, которую исполнит оркестр театра. От неоклассики и электронной до рок и популярной музыки. Антон Якшибаев не только пишет в разных стилях, но и удачно их сочетает. Оркестровое произведение, и вот тебе хочется, чтобы там был какой-то рок-элемент. Это вот ты добавляешь как бы спокойно. Но я, на самом деле, вот за такую вот эклектичность. В последнее время я вообще то есть, углубляюсь вот именно вот в струнные, допустим, какие-то струнный оркестр, совмещение с электроникой. Свое первое произведение Антон Якшибаев написал в 15 лет. Говорит, поначалу фиксировал, сколько композиций создал за год. Сейчас уже сбился со счету. На странице в социальных сетях выложено более 160 произведений. И это далеко не все. Антон позиционирует себя как кинокомпозитор. Его произведения можно услышать в фильмах «Наследие», «Истории великого народа», чувашских режиссеров. Но он готов осваивать и новые направления. Мюзикл, да, то есть мне интересна эта вещь. У нас были попытки, ну, к сожалению, они там остановились на стадии сценария, наверное. Ну, хотя пару композиций я успел написать. Несколько лет Антон Якшибаев сотрудничает с молодежным оркестром «Прометей». Этот коллектив не только принимает участие в записи музыки кинофильмам. Ребята дают совместные концерты. На широкую публику, правда, выходят нечасто, но с неизменным успехом. Я сама первый раз, когда вообще услышала музыку Антона, я сидела тоже в зрительном зале, еще тогда не играла в оркестре «Прометей», и на самом деле я сидела и восхищалась, потому что она реально доходит до глубины сердца. Участники молодежного оркестра признаются, произведения Антона оригинальные, но при этом они всегда ложатся и на инструменты, и на душу музыкантов. Бывает так, что Антон приносит, мы смотрим и сразу играем. То есть, естественно, сделать какую-то агогику. А иногда бывает так, что мы смотрим так, что за ужас, и приходится учить. Ну, в принципе, легкой музыки не бывает, ее в любом случае нужно учить. Произведение Антона Якшибаева, написанное специально к фестивалю чувашской музыки, можно услышать 27 февраля. Как отмечает композитор, должно получиться яркое сочетание звука, видео и света. Надежда Андреева, Семен Антонов, Вести Чебоксары.